Усім прывітанне, гэта стартапніца, як заўжды, яе ведоўцы Павел Свярдлоў і Юлія Няхай. Прывітанне, Юлія. Привет. Сёння ў цэнтры нашай увагі украінскі Civic-Tech. Украіна ў гэтым плане далёка наперадзе Беларусі. Будзем абмяркоўваць калабарацыі стартапаў і дзяржаўнага сектара, будзем абмяркоўваць ступень дыджыталізацыі бізнесаў і дзяржавы, рэформу адкрытых даных. Увогуле, як айцішнікі могуць паўдзельнічаць ва ўдасканаленні дзяржавы, да, то бок таго, што датычыцца кожнага чалавека. На сувязі з намі Кацярына Барысенка, кіраўніца R&D дэпартамента украінскай тэхналагічнай NDA Social Boost. Прывітанне, Кацярына. Ёсць Кацярына на сувязі з намі, так? Таму што мы не пачулі адказ. Ёсць, ура! Рады вас бачыць, Кацярына. Ну, что, Юля, что мы хотели у Катерины спросить найперш? Для начала хотелось бы, вот, чтобы вы рассказали, что такое Social Boost, что это за организация, когда она появилась и с какой целью? Сначала была идея дать старт сообществу айтишников, которые бы делали какие-то технологические проекты с сильной составляющей социальной. Да. 2013-2014 год — это было такое время, да, когда каждый хотел поучаствовать в изменении государства, идея открытости пронизывала воздух. И тогда наши основатели, Денис и Виктор Гурский, проводили серию хакатонов, посвященных открытым данным. Но открытых данных-то в стране практически не было. И как раз-таки эти хакатоны привлекли внимание к этой проблеме, да, и активные образованные люди стали больше узнавать о том, что такое концепция открытых данных, как на них можно зарабатывать, создавать стартапы, менять государство и менять бизнес, и приносить реальную пользу обществу. И тогда мы заручились поддержкой Microsoft и начали продвигать эту идею на уровне государства, участвовали в разработке реформы открытых данных и разработке первого портала открытых данных для Украины Data.gov.ua, который позже передали в министерство. И в двух словах, что такое открытые данные? Да? Это обезличенные статистические данные, которые муниципалитеты разных уровней выкладывают в открытый доступ, в идеале в машиночитаемом виде, да, на основании которых какой-то стартап, какой-то предприниматель, какой-то человек, активист может проводить выборки, создавать аналитические панели, да, и другие полезные инструменты. Но сейчас Social Boost — это не только открытые данные, да, это вообще проекты в области Impact Tech, проекты в области технологий с высоким социальным влиянием. Сюда входит и Civic-Tech, да, технологические продукты для гражданского общества, и GovTech, технологии для государства, для муниципалитетов, для электронной демократии в том числе. И вот такие похожие направления. У Social Boost в целом зонтичная структура. С одной стороны, есть наш R&D департамент, это собственная команда разработки, где мы создаем такие продукты, да, сопровождаем, имплементируем. Я вот, собственно, им руковожу. Кроме того, есть 1991 Open Data Incubator, который помогает другим командам развивать стартапы и создавать их проекты. И здесь я бы очень посоветовала вам на нашего руководителя Женю Клепу, она могла бы рассказать об инкубаторе больше. Есть Центр развития стартапов 1991 в городе Мариуполь, который находится на востоке Украины, собственно, на Донбассе. Тут мяне найперш здзівіла тое, што ва ўкраіне таксама ёсць два прадпрымальнікі ў сферы IT, у якіх ёсць прозвішча гурскія, да, але ў Беларусі это Юрий і Дмитрий, а ва Украине, да, просто некое магічнае прозвішча, да, для свету IT. Ну, прычым абсалютна не апошнія людзі, я б сказаў, у беларускім стартап-руху. Давай, Юля, далее. Ну, ты тоже можешь спросить, если тебе есть что спросить. Ну, мне кажется, было бы здорово, если бы вот вы рассказали о каких-то наиболее ярких, интересных или важных для общества проектов. То есть что вот было сделано за эти 6-7 лет? У нас несколько своих собственных сложных, интересных проектов. Я, пожалуй, начну с громадского проекта. Это система для автоматизации бюджетов участия или партиципативных бюджетов. Да? Я не помню, чтобы Беларусь была, скажем так, в лидерах этого процесса, но наверняка что-то об этом слышали. Да? Когда муниципалитет любого уровня выделяет часть своего бюджета на управление жителей, когда они могут подавать самостоятельные проекты,
голосовать за них, и те проекты, которые входят в топ, муниципалитет обязан реализовать в течение следующего отчетного периода. Эта идея появилась в Бразилии, и как бы за 20 с лишним лет через Польшу она наконец пришла в Украину. И когда мы начинали проект при поддержке USAID в 2016 году, автоматизации не было. 3 города у нас голосовали там с помощью Фейсбука и бумажных бюллетеней. И вот мы поставили себе амбициозную задачу сделать такую систему. Мы ее сделали. На сегодняшний день она представлена в более 100 городов и территориальных громад Украины, да, то есть территориальных сообществ, и автоматизирует эти процессы, начиная от маленькой сельской громады, где 3 села разбросаны, такие 3 хутора разбросаны в Карпатах, и там единственное хорошо, что есть интернет, вот, но нет дороги, и заканчивая там Киевом, где почти 4 миллиона агломераций и очень активная вот эта тусовка общественных деятелей, да, которые хотят участвовать в этом процессе. Вот, поэтому проект этот идет до сих пор уже без поддержки донора, но при этом в нем очень много вызовов. Один из них — это большой вызов для нашей страны в целом, связан с системой идентификации жителей. Я думаю, что что-то слышали вы и наши слушатели о системах банка ID, идентификации личности через банк, через мобильного оператора, Mobile ID, через электронно-цифровую подпись. В Украине все это также активно развивается, но на сегодняшний день единой системы, которая бы давала с минимальной погрешностью данные и подтверждая личность жителя, такой системы до сих пор нет. Будем надеяться, что наше новое Министерство цифровой трансформации этот вопрос доведет до победного, так скажем, конца. Вот. Кроме того, у нас есть еще один интересный проект. Это платформа, как мы его называем, Apple Store для территориальных сообществ, для территориальных громад, с помощью которого они могут собрать себе сайт. То есть такой некий конструктор, когда создается сайт практически самим сельским секретарем, да, и наполняется теми функциональными модулями, приложениями, которые комьюнити хочет внедрять на сегодняшний день, к чему они готовы, да, то есть в принципе, за несколько месяцев мы можем всем громадам Украины предоставить новые сайты, потому что обязательство такое по закону у них есть, реформа децентрализации идет, да, в Украине более чем 1400 вот этих громад территориальных, сайт у них должен быть, но в каком они состоянии находятся, очень разном, поэтому мы помогаем им еще и вот с этим. Вот. Кроме того, у нас есть проекты нашего инкубатора, и там они очень разные, начиная от системы Donor.ua для поиска доноров, например, и заканчивая Deep Green Ukraine, которая использует спутников, вот эти самые открытые данные, чтобы контролировать вырубку лесов. То есть там проекты очень многообразны, вот, и мы не всегда можем вообще отслеживать, сколько в каком направлении у нас стартапов. Вот. Поэтому по своим продуктам с громадским это очень социально-резонансная тема, потому что мы не ждали такого отклика по бюджетам участия, и что люди настолько будут вовлечены в эти электронные голосования. У нас по определенным громадам доходит до 30% жителей, которые участвуют в электронном голосовании вот за эти локальные проекты. Да? Что это за проекты? Это детская площадка, это закуп какого-то медицинского оборудования, это технологический центр для подростков, которые приходят туда физические и химические опыты, например, ставить. То есть это может быть практически все, что угодно в рамках заданных правил, да, такие локальные проекты, каждый муниципалитет выделяет разное количество денег, то есть они разного масштаба, но знают, наверное, сейчас во всей Украине об этом, и это был единственный проект из Украины, который попал в финалисты Smart City Барселона. В прошлом году мы ездили и представляли впервые Украину с этим проектом. Поэтому следующее, о чем у нас говорят, это электронные голосования, да, но это такое еще несколько даже для Украины далекое, как мне кажется, будущее. Вообще здорово, конечно. Я хотел нагадать, что мы ў жывым эфіры цяпер у соцсетках Еўрарадыё, і можна задаваць пытанні. Нам можна задаваць пытанні, Кацярыне таксама можна задаваць пытанні. Вось мне вельмі цікава стала про Марыуполь, калі я пачуў. Я так разумею, што это ўсходняя Украіна, і найхутчэй гэта вельмі праблемны рэгіён. Ну, наколькі я памятаю, гэта блізка недзе да вайны,
да, і ну вось як там увогуле не то што развіваць, а мабыць адраджаць, да, тое што было там разбурана ў час баявых дзеянняў, ці засталіся там людзі, якія разумеюць, што такое Civic-Tech, зацікаўленыя ў стартап-руху, як там увогуле справы? Мы работаем с разными регионами Украины, да, в рамках там, программы «Добрая». И один из таких, скажем, абсолютно приоритетных направлений для доноров, почти для каждого, в первую очередь, для USAID, это Донбасс. Да? И доноры понимают, какого особого внимания и поддержки требуют эти территории. Поэтому здесь очень большое влияние с этой стороны. Да? Во-первых, есть проект DGIS, Демократическое управление Восточной Украины, когда, когда проект сфокусирован на разработке, скорее, не новых продуктов, а налаживании диалога между властью и жителями этого региона, и в частности прифронтовых громад. Получается, что Мариуполь сейчас, по сути, имеет статус экономического центра Донбасса, да, то есть политически, юридически у нас Краматорск теперь, а Мариуполь на самом деле становится центр притяжения бизнеса, центр притяжения инноваций, центр притяжения бесконечного количества, проводятся форумы. Вот прямо сегодня проводится крупный форум в Мариуполе, можно зайти на нашу страничку 1991 Мариуполь и посмотреть трансляцию, да, после окончания нашего эфира. Вот. Был в прошлом году президентский форум по инвестициям в Мариуполе. То есть это, с одной стороны, промышленный город, причем канонаду, как рассказывают наши же коллеги, там, канонаду мы слышали, да, мы до сих пор просыпаемся в ужасе от салютов, но сейчас город стабильно находится на украинской территории, да, и строит большие планы на свое развитие. Мы давно работаем с мэрией Мариуполя. У нас вот несколько проектов. Во-первых, мы работаем вот в рамках проекта DGIS по демократическому управлению. У них вообще партиципация одна из самых интересных. Да? Если все делают одну программу по бюджету участия, то Мариуполь делает 5 программ разных бюджетов участия. Они получают сотни проектов от жителей. То есть никто не собирается собрать вещи и уехать сейчас из Мариуполя, да, потому что создаются условия для этого. Вот, соответственно, мы открываем в рамках проекта «Экономическая состоятельность Восточной Украины» или «ЭРА». Мы открываем в прошлом году там технологический хаб. Он большой, правда, это бывшая центральная библиотека, переделанная в большой технологический хаб. И когда первый раз вижу, говорю, ребята, кем вы будете его заселять? Сейчас он полностью заселен стартапами. Действует, например, программа стажировок, да, когда ребят обучают в нашем инкубаторе, к примеру, азам программирования, и потом трудоустраивают их на локальные предприятия. Не всегда даже на локальные, иногда. И вот мы, например, взяли себе в Киев программиста, причем девушку-программиста из Мариуполя. И вот так начинает происходить какая-то такая построение сетки экономических связей с этим регионом. Мы надеемся, что Мариуполь — это такой первый центр притяжения Донбасса, да, и, возможно, первый центр такой будущей реинтеграции. Вот. И поэтому большое внимание и с нашей стороны, и со стороны наших доноров и партнеров. Вот. Будем надеяться, что так будет и дальше. Кацярына, я выбачаюся перад вами. Я зусім забыў, што я абяцаў перайсці на рускую мову падчас нашага эфіру. І слухачам хочу зараз гэта сказаць, што чтобы все было понятно, чтобы все-таки гости из Украины, да, мы договорились, что я буду говорить по-белорусски, но забыл. Мне кажется просто, что в Беларуси тоже есть, хоть и не такое ярко выраженное разделение на западную и восточную, но оно есть. И как-то Запад считается более технологичным всегда, ну, если не брать Минск, да, а Восток нужно вовлекать. Вот. И вы сказали, что, да, нужны технологические связи, нужно вовлечение. Вот это очень интересно. А можно я еще вопрос задам? Конечно. Да? Конечно. Значит, вот мне очень интересно еще, ну, понятно, что заставляет айтишников делать бизнес-проекты, идти в то, что может принести им в будущем миллионы, да, развивать вот стартапы такие. А как вот, ну, люди, я так понимаю, довольно массово, да, ну, во всяком случае, какая-то значительная часть IT-сообщества приходит к тому, что вот есть Civic-Tech, и нужно этому тоже уделить внимание, поскольку, как я понимаю, на Civic-Tech особо-то не заработаешь.
Ну, в первую очередь, это демократическая волна, да, которую поднял Майдан. Давайте говорить откровенно. В Украине одна из моих любимых шуток, да, что украинский мужчина будет 2 года прибивать полочку в ванной, но за 2 часа соберет баррикаду. И это касается даже не самого Майдана как такового, это касается тех последствий развития гражданского общества, которые мы получили. И поэтому действительно до сих пор очень много IT-волонтеров, очень много людей совершенно добровольно работают в этих проектах и либо работают на каких-то очень компромиссных условиях, да, то есть не совсем коммерческих, когда они верят в то, что могут изменить страну через эту деятельность. Но, кроме того, всегда последние годы особенно нас поддерживают международные доноры, поэтому значительная часть таких проектов, значительная часть Civic Tech делается при поддержке и USAID, и Фонда Восточной Европы, и правительства Дании, и ПРООН, и других фондов, и других донорских организаций. Ну, то есть, условно говоря, разработка будет оплачена, вот эта работа будет оплачена, да, но дальше уже речь идет не о измерении прибыли, а об изменении страны. Да, но плюс еще есть очень интересный кейс у нас. Действительно, одна из проблем таких проектов, что, например, донор оплачивает разработку, да, какой-то технологической компоненты, а что потом? Ни один донорский проект не длится вечно. И здесь самое главное — понять благополучателем этого проекта. Часто благополучателем является не только общество или общественные организации, но и муниципалитеты. И если они понимают, что донор уйдет и что-то нужно будет с этим делать, дальше мы запускаем, такой, знаете, почти краудфандинг, когда мы говорим: ребята, вот у нас облачное решение, вот мы его хостим, вот у нас там есть даже сервера, давайте мы все скинемся по чуть-чуть для того, чтобы мы могли систему поддерживать и развивать. Это будет сильно дешевле, чем если мы вам раздадим по экземпляру, по копии, мы можем. Но вам придется в этом случае самостоятельно поддерживать ее инфраструктуру технологическую. Да? И вот так, в том числе на таком, знаете, даже муниципальном волонтерстве, если можно так сказать, работает часть наших проектов. То есть мы считаем это успешным кейсом, когда у нас проект в 2017 году закончился, а платформа, допустим, тот же громадский проект развивается до сих пор, поддерживается, и мы работаем и с крупными городами, и с маленькими громадами, и все вот так вносят потихонечку свою лепту. Понятно, что в этом случае программисты тоже как бы работают не совсем за какие-то, может быть, рыночные деньги, но вот в целом эта система живуча. Все-таки бесконечно интересно сравнивать Беларусь и Украину. И вот в анонсе этой программы я написал, что Украина далеко впереди. Но в Беларуси тоже сейчас говорят о том, что под влиянием последних политических событий общество сформировалось, изменилось, появились активные люди, которым не безразлично то, что происходит в стране. Вот те, которые, в общем-то, готовы участвовать, да, в чем-то и на волонтерских началах, просто для того, чтобы всем стало лучше жить. И вот сейчас Катерина рассказывает, что во время Майдана в Украине происходило, вот что-то приблизительно то же самое, да, и вот появились, в частности, айтишники, готовые свое время уделять общественным проектам, а не бизнес-проектам. Ну и вот можно сказать, наверное, что да, где-то на 5 лет в таком случае. Там в 2015 году, да, все вот эти события, на 5 лет где-то в 2014 году, на 6 лет. Как время-то летит. Вот Украина где-то впереди в плане Civic Tech. Но при этом надо отметить, что вот все, что стало возможно сейчас в Беларуси, оно произошло буквально за 4 месяца. Майдан тоже как бы и недолго, и не быстро. Вот, скажем так. Это тоже прошло время. Да. А мне вот хотелось бы уточнить такой момент изменения законодательства. То есть очевидно, что муниципалитеты, наверное, 10 лет назад, они бы, во-первых, они ментально, так сказать, не были готовы реагировать на какие-то предложения со стороны общества, да, и плюс не было законодательной базы, которая бы это регламентировала. То есть можете рассказать про эту сторону вопроса, то есть насколько существенно потребовались изменения законодательства? И кстати, лидеры муниципалитетов, насколько это тоже другие люди?
Вот, прекрасный вопрос, спасибо за него. Во-первых, это реформа децентрализации, да, она считается одной из самых успешных реформ в Украине, когда все больше полномочий дается локальным муниципалитетам. Когда-то, где-то это муниципалитет, город как единица, да, где-то это объединение вот таких вот сел, поселков и маленьких городков там в единую громаду. Причем статус такой громады, она приравнивается к областному центру и получает те же права. Соответственно, они могут многие вещи регулировать собственными нормативными актами, да, как, например, вещи, связанные с партиципацией и планированием собственных бюджетов. То есть когда громаде передаются на баланс какие-то предприятия, передается земля, передаются те налоги, которые раньше, например, да, уходили в центр. Она сама начинает распоряжаться и говорит, да, мы готовы часть нашего бюджета выделить вот на такую, например, практику, да, и мы готовы помимо этого подкрепить это еще, например, затратами на промо-компанию там, и на поддержку технологического решения. То есть это решается на уровне местных бюджетов и решается вполне успешно. То есть иногда, когда громаде нужно, они к нам обращаются, и за неделю буквально могут принять и нормативный документ, связанный с регулированием того или иного процесса, и в бюджет это провести, заложить. Потому что меняется не только какие-то юридические аспекты, меняются люди. В Украине, если вы знаете, недавно прошли местные выборы, да, и результаты их в некоторых регионах, в некоторых муниципалитетах дают нам очень большие надежды, потому что в некоторых случаях к власти приходят наши сверстники, приходят там наши знакомые, люди с европейским образованием, которые, прожив, например, в Эстонии и Канаде, возвращаются в город Копычинцы, да, дважды пытаются там прийти во власть, приходят. И да, сейчас мы действительно ждем, что Копычинская громада будет впереди многих других, потому что есть люди, которые хотят возвращать свой опыт, навыки, да, и жизненную энергию для развития своих собственных комьюнити. Естественно, что когда они как бы покрутились в той же Эстонии, вы знаете, что Эстония одна из лидеров в развитии и governments, да, и, соответственно, как бы пожив в Эстонии, человеку, о котором я, например, рассказываю по копычинцам, он наверняка принесет эту практику, то есть мы уже так буквально ожидаем запросов со стороны громады на создание каких-то совместных проектов. А такой вопрос, насколько вот такие активности, в частности, вот проект Громадский, да, а насколько он помог в борьбе с коррупцией? Есть какие-то такие оценки? Мы всегда говорим, что прозрачность – это один из краеугольных камней, да, партиципации. То есть мы говорим, что сначала безопасность, то есть должны быть реестры, должна быть защита данных, потом прозрачность, да, и уже потом партиципация. То есть без прозрачности, в принципе, нет партиципации. Там, где прозрачность, начинаются вопросы, связанные с антикоррупцией. Говорить о том, что Украина с помощью каких-то там текущих civic-tech решений, наличествующих civic-tech решений процессов победила коррупцию, конечно, нет. Но хотя бы маленькими шагами мы начинаем двигаться в этом направлении, да, потому что если это часть бюджета, а в некоторых случаях это несколько миллионов гривен, переведенные, да, до $1 миллиона легко может доходить в муниципалитете в год, если по каждому из таких проектов мы имеем полную историю взаимоотношений, кто подал, кто проверил, как голосовали люди, и все это легко проконтролировать, то и спекуляция на этом становится меньше, да, становится, слава богу, все меньше ситуаций, когда, например, не знаю, сам модератор процесса подал проект от своего имени, там, не знаю, и сам не победил, к примеру. Вот, потому что все это очень прозрачно, и все это сразу находит общественный отклик. И нам даже периодически приходят письма, просим разъяснить результаты голосования по такому-то проекту, да, потому что все равно действует закон о доступе до публичной информации, и все чаще находятся люди, которые не ленятся потратить свое личное время, сесть и написать запрос, сесть и подать обращение, сесть и, не знаю, даже в каком-то интернет-магазине просто задавать элементарные вопросы. А почему вы здесь нарушаете вот этот закон? Да, почему вот то? Вот, поэтому мне кажется, что антикоррупция – это тоже такое дело каждого из нас с очень маленькими шагами. Здесь как раз вопрос о давлении снизу, если можно так сказать, да, когда общество вынуждает власть вводить какие-то меры и развивать решения в этой области. Наверное, самым успешным пока является Прозоро.
Если вы слышали, это наша украинская система для мониторинга государственных тендеров, причем на всех уровнях. Даже если мы говорим про нашу маленькую громаду и про достаточно небольшие закупки, они все равно должны проводить эти закупки через публичные тендеры, где видно, когда он был размещен, какие были требования, кто выиграл, да, буквально такие, почему. Вот. И чем больше мы будем создавать таких систем. Есть система Spending, где публикуются фактические закупки тех же самых муниципалитетов, и здесь уже использование их обязательно. Поэтому такими небольшими шагами мы движемся в этом направлении. В комментариях на Фейсбуке у нас люди хотят, как в Украине. Да? Тут, значит, совершенно другое значение у этой вот традиционно вроде бы издевательской фразы, да, вы что хотите, как в Украине, но вот хотят. Глядя на нашу программу, в комментариях на YouTube развернулась традиционная война. А в Беларуси лучше, нет в Украине, а там нет денег на это, а там нет денег на то. Катерина, я хотел спросить, а вы работаете каким-либо образом с общественностью? Вот считаете ли вы нужным, чтобы люди понимали, что такое Civic Tech, что вообще вот все это за инициативы, как их нести в массы, условно говоря? Ну и есть ли вообще в стране понимание, чем вы занимаетесь, что вы развиваете, как от этого станет лучше жить, там, в какой перспективе? Ну, вот видите, сейчас, например, с вами мы работаем в этом направлении. Да, очень много. Сейчас, и, в общем, сколько мы работаем, там, я в этом направлении 5 лет, и вот столько у нас постоянно идут открытые публичные мероприятия, проводимые разными нашими партнерами. То есть есть сеть общественных организаций, сеть ассоциаций, фондов и так далее, которые все более-менее со всеми знакомы и организовывают то эти. Мы все, в принципе, ходим друг к другу в гости и рассказываем о Civic Tech. Сегодня, например, у нас Центр развития инноваций рассказывает об индексе электронной демократии. Они свеженькие померили, да, и сегодня презентуют. Вот, мы его почитали, даем им обратную связь. Там форум по партиципации каждый год проводит польско-украинский фонд, например. Вот, и это все открытые мероприятия, чаще всего приглашаются туда там 100, 200, иногда 300 человек, ну, все они разного масштаба, понятно, что этот год для нас всех достаточно сложный, все переехало в онлайн, но и в онлайне продолжает это проводиться, и нам очень приятно видеть знакомые лица, да, то есть даже люди, которые уже послушали, приходят на следующий год, а на третий год они уже приходят выступать и давать другим какой-то собственный опыт, вот, поэтому, конечно, если сейчас спросить у среднего жителя сельской громады, как у вас там Civic Tech, естественно, что он не поймет. Мы стараемся переводить это на их язык, и вот тот проект, который у нас с USAID по программе «Добро», децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность, там у нас 100 громад, небольших, и мы для них проводим какие-то и обучения. Чаще всего, конечно, в связи с тем, что мы небольшая общественная организация, мы проводим, допустим, таким лестничным типом, да, то есть мы учим представителей муниципалитета, да, представителей органов местного самоуправления, они могут это транслировать своим жителям, начиная от каких-то элементарных вещей, как завести электронную цифровую подпись, зачем она вам нужна и как она вам может помочь, да. Вот, то есть самое главное здесь это преодолеть вот этот страх новых технологий со стороны людей, да, и дать им понять, как это может сделать их жизнь проще. Но здесь с нами вместе работают очень много монстров. С нами вместе, по сути, работает на это Google, работают банки, да, работают даже какие-то центры коммунального обслуживания, которые говорят, платите коммуналку онлайн. В принципе, если ты научился платить коммуналку онлайн и по Zoom связываться со своей родней, ты научишься и голосовать за проекты бюджета участия, ты научишься подавать петиции, ты научишься, не знаю, искать интересующие тебя данные, кстати, связанные, например, с коррумпированными чиновниками. Был такой классный стартап, который простраивал с помощью открытых данных и реестров связи между разными бизнесами и какими-то чиновниками, да, чтобы понять, действительно ли то, что там декларирует какой-то госслужащий, соответствует действительности, к примеру. Вот.
Вы затронули вот сейчас в этом ответе вопрос, который я тоже хотела спросить, из которого мы, в общем-то, начали, реформу открытых данных. То есть что сейчас из себя представляет вот эта вот экосистема открытых данных и насколько, я вот даже процитирую, вот создание электронных сервисов децентрализовано, но децентрализовано, я так понимаю, у нас уже несколько раз это слово звучало, а государство открыто в вопросе сбора, сохранения и распространения данных. Я знаю, что вот у Social Boost это одна из это пункты в философии вот вашей организации. Вот расскажите, пожалуйста. Да, в первую очередь мы просто стояли у истоков реформы, поэтому, скажем, это, наверное, наше первое прикладное поле. Ну, а раз первое, то оно такое имеет всегда краеугольный какое-то будет основанием организации. На сегодняшний день даже тот же портал Data.gov.ua переживает свое третье рождение. Плюс у нас 1,5 года назад появилось Министерство цифровой трансформации в Украине, да, то есть прям статус министерства. И кроме того, в каждом другом министерстве появился так называемый CDTO, это специальный человек, замминистра по цифровизации. Поэтому мы надеемся, ну и, соответственно, они же хостят портал Data.gov.ua, они его поддерживают, и они сейчас проводят массовые, скорее даже такую обучающую программу для муниципалитетов по открытым данным. Как их собирать, как их публиковать на этой платформе, как сделать так, чтобы ваш набор прошел модерацию, потому что далеко не всегда, например, представитель какой-то сельской школы может правильно сформировать набор открытых данных и корректно его опубликовать, обновлять, да, самое главное. Вот. Законодательство в этом направлении тоже развивается. 835-м постановлением мы занимались еще в его первой редакции. В 2015 году вышло первое постановление по открытым данным. Вот на днях проходили общественные обсуждения изменений в это постановление и связанные с ним нормативные документы. Поэтому надеемся, что вот где-то в начале следующего года у нас будет новая итерация, да, будут уточнены определенные моменты, при том, что, вот я говорю, как минимум сменился распорядитель этого портала и хозяин этого процесса на уровне Украины, да, поэтому мы всячески поддерживаем намерения Министерства цифровой трансформации и в добрый путь. А можете вот еще привести несколько примеров открытых данных, которые невозможно было представить, что эти данные могут быть открытыми, ну вот 10 лет назад? Ну, я думаю, что 10 лет назад вообще говорить об открытости каких-либо данных было достаточно сложно. И даже сейчас, когда мы приходим и говорим, я скорее, знаете, приведу сначала пару антипримеров. Да? Наш последний проект, который мы разрабатываем, это проект, связанный с культурными и архитектурными, скорее, даже объектами. Да? Мы приходим в Министерство культуры и говорим, а можно нам, пожалуйста, реестр архитектурных памятников? А нам говорят, знаете, на сайте есть 24 текстовых файлика, в архивчике, скачайте. Это все, что есть на сегодняшний день, да, то есть это вот как раз говорит о том, что, с одной стороны, и на уровне министерств не всегда базовые данные могут быть открыты. Ну, представляете, где Минкульт, да, и реестр архитектурных памятников. Это же базовая совершенно штука для них. Будем надеяться, что в течение ближайших пару лет это появится. Но, с другой стороны, например, мы видим громады, которые выкладывают данные о, не знаю, о численности вакцины, которые там они использовали, да, то есть связанные с регистрацией людей в медицинских учреждениях каких-то, да, о статистике заболеваемости, о недвижимости и о свободных, например, земельных ресурсах. Вот это было до реформы децентрализации сделать практически невозможно. Почему это важно? Вот эти свободные земельные наделы – это то, что громада может предложить, например, инвестору, потому что это одна из как бы важных пунктов их повестки, их стратегии чаще всего – это привлечение инвестиций. Да? Если у тебя есть прекрасный земельный надел, хороший сельскохозяйственной земли, с каким-то недостроенным гаражом, условно говоря, на ней, вот, приходи, делай небольшой завод, сади помидоры, делай перерабатывающий заводик. Вот вам уже и приток налогов в громаду. Вот. Поэтому такие данные о имуществе и о земле наших громад, с одной стороны, говорю, было действительно сложно представить, что они появятся, с другой стороны, они, правда, очень востребованы и очень нужны. Здесь даже речь идет не совсем о создании стартапов, а об их важности и публичности как таковой. Спасибо большое. У нас уже совсем мало времени, да, Паша? Ну, насамрэч так, да, у нас засталася хвіліна ў эфіры. Юля, калі няма пытанняў,
больш. Ну, тогда, наверное, да. Да, дзякуй вялікі, Кацярына. Я ўжо ізноў перайду на беларускую мову. Я думаю, што нічога складанага я казаць не буду. Вельмі крута, што мы паразмаўлялі. Гэта як кароткая вандроўка ў будучыню. Ну, а цяпер вяртаемся назад туды, дзе яшчэ беларускае грамадства ўсё ж такі крыху не перамагло. Вось, і дзе Civic-Tech, дзе тое, як грамадзяне галасуюць за праекты для свайго муніцыпалітэта, і гэты муніцыпалітэт мае гэтыя праекты рэалізаваць абавязкова яшчэ недзе наперадзе, але ёсць прыклад Украіны, і мы ведаем, што гэта магчыма, гэта рэальна. Дзякуй вялікі, гэта была стартапніца Юлія Нехай, Павел Свярдлоў, нашая госця Кацярына Барысенка, кіраўніца R&D дэпартамента украінскай тэхналагічнай NDA Social Boost. Пачуемся праз тыдзень, калі ўсё будзе добра. Да пабачэння. Спасибо, до свидания. До побачення, коллеги. У вас все получится, и хай живе Беларусь. І Спасибо. слава Україні.